Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Начнем выпуск с сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии. Тяжело раненая в ходе перестрелки у ресторана «Сан-Ремо» и находившаяся с того дня в отделении реанимации республиканской больницы в состоянии тяжелой комы Доминика Акертава ушла из жизни, не приходя в сознание, около 16 часов 3 декабря. 22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автоматов у ресторана «Сан-Ремо», расположенного на набережной Махаджира. В результате происшествия двое погибли – Астамур Шамба и Алхаз Авицба. Трое с ранениями были доставлены в больницу Сухума, в том числе Доминика Акертава. К другим новостям. Под председательством первого вице-премьера Даура Ашпа в кабинете министров состоялось заседание абхазской части совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Республики Абхазия и Республики Крым. Участники встречи обсудили ход выполнения плана мероприятий между республиками, подписанного в Сухуме 15 ноября 2018 года в рамках первого заседания межправкомиссии, а также повестку второго заседания, которое пройдет в Симферополе с 12 по 15 декабря текущего года. Результатом второго заседания межправкомиссии должна стать позитивная и устойчивая тенденция развития совместных торгово-экономических проектов, установления прямых контактов с субъектами туристической индустрии, развитие взаимодействия в области организации совместных культурных мероприятий, обмену опытом в сфере изучения и реставрации памятников культуры. Мы предварительно сегодня должны согласовать эти вопросы и представить предложение крымской стороне для того, чтобы они, если примут наши предложения, чтобы они включили в повестку дня. С 13 по 15 число у нас уже есть договоренности. К нам приезжают субъекты туриндустрии, туроператоры, агенты из Крыма в нашу страну. И они будут смотреть тот потенциал, который есть в нашей стране. Далее мы во время встречи с руководством Министерства по курортам и туризму Крыма договорились о подписании меморандума. Значит, с нашей стороны документ готов. Мы ждем наших коллег, когда они будут готовы. Этот вопрос можно, наверное, будет ставить уже и во время встречи тоже. Как известно, подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Абхазии и Республики Крым. В рамках подписанного соглашения обсуждался вопрос по созданию делового совета, который будет способствовать развитию торгово-экономических взаимоотношений. Мы надеемся, что в рамках последующего совместного заседания состоится это подписание. Проект соглашения уже согласован с нашими коллегами, и мы планируем его подписать в рамках последующего нашего сейчас визита. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросам исполнения доходной части государственного бюджета Республики Абхазия, в котором приняли участие вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия и председатель ГТК Гурам Инапшпа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Глава правительства подчеркнул важность контроля исполнения плановых показателей госбюджета, при этом обратив внимание присутствующих на необходимость выстраивания более эффективной работы с предпринимателями в целях погашения имеющихся налоговых задолженностей, а также привлечения к ответственности в установленном порядке тех, кто своевременно не осуществляет налоговые и прочие платежи. В Абхазии саперы российской военной базы Южного военного округа в рамках завершившейся подготовки полигонов к новому учебному году провели сплошную очистку 12 гектаров труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов на полигонах Цабал и Нагвалу, сообщает пресс-служба ЮВО. Найденные снаряды и мины были уничтожены на месте методом подрыва накладным зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования
оборудования и строгим соблюдением требований безопасности. С начала нового учебного года на полигонах начались занятия по предметам боевой подготовки, в том числе проведение контрольных и боевых стрельб военнослужащими из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Всего в подготовке полигонов принимали участие более 500 военнослужащих базы. Было задействовано до 50 единиц специальной военной техники. Наша съемочная группа побывала на подстанции МЗИП-220, где завершились работы по установке временного резервного трансформатора, благодаря чему жители Гагарского и Гудаутского районов будут бесперебойно обеспечены электроэнергией в холодные зимние дни. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. В октябре текущего года на подстанции БЗИП-220 произошла авария. В один из установленных здесь трансформаторов ударила молния, после чего без электроэнергии частично остались Гагарские и Гудаутские районы. На ликвидацию аварии были брошены все силы компании «Черноморэнерго». Для замены сгоревшего агрегата из города Гал был доставлен резервный трансформатор мощностью 125 мегаватт. Его мощность превышает в 2 раза больше, чем тот трансформатор, который вышел из строя. Если бы этот трансформатор не был бы привезен на подстанцию БЗИП, то Гагарский район, Пицунда, Алахадзи и Гудаутский район приходилось бы зимой ограничивать. Но с тем, что установили этот трансформатор, вопрос ограничения уже отпадает. По словам специалистов, транспортировка и монтажные работы по установке резервного трансформатора была сложной задачей. Работы велись в течение 3 недель. В них были задействованы в общей сложности до 200 сотрудников Галского, Сухумского и Гагарского филиалов РУП «Черноморэнерго». Самое сложное было это перевозка, установка, потому что все навесные элементы собираются здесь на месте на подстанции. Плюс заливка масла. Особая технология. Там заливается более 60 тонн масла. Не более 10 лет он проработал, но так как такой мощности нету необходимости в Гальском районе, он стоял в резерве у них. Так что он может послужить еще долгие-долгие годы. Установленный резервный трансформатор будет эксплуатироваться, пока его не заменят новым, который уже изготовлен в России и прибудет по железнодорожным путям в Абхазию в конце текущего месяца. Новый трансформатор мощностью 125 мегаватт был закуплен за счет финансовых средств Российской инвестиционной программы. Место для его установки уже подготовлено. Для проведения всех необходимых работ по вводу в эксплуатацию нового трансформатора понадобится более 2 месяцев. Саид Джарсалия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Государственный комитет по государственной языковой политике сообщает, что в Гагарском районе возобновились курсы по изучению абхазского языка для госслужащих. Всего в проекте участвует около 30 человек. Специально комитетом по языковой политике совместно с преподавателями кафедры абхазского языка АГУ разработаны учебно-методические материалы. Занятия проводятся по современным методикам с использованием новых образовательных технологий, в частности, коммуникативной методики преподавания, которая позволяет эффективно изучать языки. По окончании курсов выдаются сертификаты государственного образца, подтверждающие определенный уровень владения языком. Комитет по языковой политике планирует в ближайшее время начать подобные курсы в Гудаутском районе, а затем и в остальных районах Абхазии. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба состоялся вечер памяти известного общественного деятеля, кавалера ордена Леона Николая Джонуа, посвященный 75-летию со дня его рождения. На вечере выступили друзья и коллеги Николая Джонуа. Были продемонстрированы архивные видеоматериалы, состоялась презентация специальной экспозиции. Все подробности у Эсмы Голанзе. Смелый, талантливый журналист, человек, который не только говорил правду, но и готов был бороться за нее, достойный сын своего народа. На вечере, посвященном памяти Николая Джонуа, собрались его друзья, коллеги и боевые товарищи. Они помнят его именно таким правдолюбом, патриотом и героем. Потеряли многих достойных друзей, верных патриотов. И вот такие мероприятия были бы полезны для того, чтобы молодые люди, которые очень мало знают, в этом периоде узнали настоящих героев и патриотов своей страны. Одним из них был Николай Джонуа. Я его знал задолго до событий, тех политических событий, которые нас объединили в общей борьбе. Знал его еще тогда, когда он работал в Советской Абхазии.
Я дружил с его братьями. Тесно общались, бывали у него дома в поле. Там у его братьев дома встречались. Но всегда его принципиальная позиция всегда удивляла. Он был такой правдолюб. И эта его принципиальность как раз и проявилась в тот период, когда его попросили издавать газету университетскую. Журналистская деятельность Николая Джонуа началась с газеты «Советская Абхазия». Позже он начал работать в редакции издания «Абхазский университет». С его приходом студенческая газета обрела политический характер. В ней стали публиковаться актуальные статьи на острые темы. Затем Николай Джонуа перешел на новый уровень. В 1989 году он основал газету Народного форума «Единение», в которой проработал вплоть до начала Отечественной войны народа Абхазии. Я был редактором абхазского варианта, и Белорон был русского варианта. Мы редублировали друг друга. Я могу сейчас, и те, которые помнят эти газеты, а их было единение, доработало на внешнего читателя. И не было ни одного материала в грузинской прессе, на которые не было ответа на страницах этой газеты, не получали достойные ответы, выступали на страницах наши патриоты, ведущие ученые, писатели. И все это проходило через эту редакцию, которая стала штабом борьбы, штабом Народного форума Абхазии. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии Николай Джонуа встал на защиту своей страны. Воевал на Гумистинском фронте, был заместителем командующего Гумистинским оборонительным рубежом. Во втором Верхнеишевском батальоне, когда Колю к нам прислали, вернее, Коля сам изъявил желание прийти в этот батальон в качестве комиссара. Рядом с ним мы себя чувствовали окутанные теплом, вниманием, очень защищенными себя ощущали рядом с Колей. Вообще все ребята к нам очень трепетно относились, но Коля это был особый человек. В ходе войны с яркостью раскрылся еще один талант Николая Джонуа. Испытывая глубокие переживания за родину, он написал ряд стихотворений, вошедших в золотой фонд абхазской фронтовой поэзии. Теперь в Музее боевой славы имени Ардзинба появилась еще одна небольшая экспозиция, посвященная Николаю Джонуа, человеку, так много сделавшему для своей родины. Здесь представлены написанные его рукой стихи, а также военные награды и благодарности. Эсма Гуланзе и Нала Гухава, Абхазское телевидение. Оргкомитет Международной литературной премии имени Фазили Искандера объявил имена лауреатов этой награды, сообщает информагентство ТАСС. В номинации «Проза» лауреатами стали и по решению жюри получили две равноценные первые премии: Владимир Делба за книгу «Звездная пыль моих воспоминаний» и Анатолий Курчаткин за роман «-273 градуса по Цельсию». Премия в номинации «Поэзия» присуждена Алексею Астудину за книгу «Вишневый сайт». Награду за рукопись сценария для анимационного фильма по рассказу Фазиля Искандера «Страх» получил прозаик и сценарист Евгения Дёкина. Международная литературная премия имени Фазиля Искандера вручается в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Киносценарии» по произведениям Искандера. В жюри входят писатели Александр Городницкий, Максим Гуреев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков и другие. С 23 по 28 декабря абхазские школьники по приглашению администрации президента России посетят главное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. На елку поедут дети из малообеспеченных семей, школьники, достигшие успеха в учебе, активисты, спортсмены, победители Олимпиад. Подобные поездки проводятся на протяжении 16 лет. В прошлом году в Москву поехали 12 человек, а сейчас 17 школьников увидят кремлевскую елку. Детей будут сопровождать представители Министерства просвещения, внутренних дел и Министерства здравоохранения и соцобеспечения Абхазии. В течение этих 4 дней они посещают разного рода праздничные мероприятия. Это и также забронирована программа посещения цирка на Цветном бульваре, разные праздничные концерты и так далее. То есть
В прошлом году, если сравнивать, то 12 человек было, в этом году на 5 человек больше, это 17 человек. Сопровождать будут детей специалисты Министерства образования, Министерства внутренних дел, то есть представители Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Проблем не возникало никогда и в этом году, то есть на высшем уровне. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда 3 единицы. Арбитражного суда 1 единица, суд города Сухум 2 единицы. Прием заявления осуществляется в помещении Министерства юстиции с 4 по 18 декабря. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный ливневый дождь с грозой, местами возможен дождь со снегом, в горах снег. Во второй половине дня, ближе к вечеру, осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 1,6, днем 4-9 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.